Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня 25 февраля, четверг, и в администрации района мы начинаем брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге у нас участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаиртдинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Об общей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в республике нам расскажет Рамиль Назимович. Уважаемые жители района, по информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Башкортостане зафиксировано 28 165 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 141 случай. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получает 236 человек. Из них в тяжелом состоянии 15. Подключенных к аппаратуре ИВЛ 8. На амбулаторном лечении находится 5332 человека с легкой формой заболевания. За сутки выписано 234 пациента. Всего за период пандемии 22 332 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19. Всего умерших 265. Количество случаев больничной пневмонии за сутки 198. Выписанных пациентов с пневмонией 157. Рамиль Назимович, ознакомьте, пожалуйста, о последних изменениях в указе о режиме повышенной готовности. 19 февраля по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по противодействию COVID-19 глава Башкортостана Ради Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 11 марта 2021 года включительно. Для работодателей отменили рекомендацию воздержаться от направления работников в командировки за пределы Российской Федерации и в регионы. Неблагополучные по коронавирусной инфекции, а также проведение мероприятий с участием иностранных граждан. В образовательных учреждениях необходимо выявлять учащихся и работников с признаками инфекционных заболеваний, повышенная температура тела, кашель, одышка, и не допускать их нахождения на рабочих и учебных местах. Спасибо за информацию. А теперь слово передаю Гульназ Ришатовне. Расскажите, пожалуйста, общую ситуацию по коронавирусной инфекции у нас в районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 25 февраля в районе зарегистрировано 464 лабораторно подтвержденных анализов на COVID-19. Это плюс 12 новых случаев за неделю. Выздоровление 428 человек, это плюс 18 выздоровлений за неделю. Процент выздоровления составляет почти 93%. На амбулаторном лечении на сегодня находится 28 пациентов. Стационарное лечение в инфекционных госпиталях получают 8 пациентов. И еще 8 пациентов находятся в инфекционных госпиталях с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Вирус не идентифицирован. Общее количество проведенных тестов на COVID-19 составляет 12 645 исследований с начала пандемии. Из них более 700 анализов находятся в работе. По всей республике продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Как проходит прививочная кампания у нас в районе? В районе продолжается активная вакцинация населения от COVID-19. На сегодняшний день сделано 442 вакцинации, из них медицинским работникам 119 вакцинаций, работникам образовательных учреждений 11 вакцинаций, работникам социальных учреждений 34 вакцинации и другим категориям граждан 278 вакцинаций. Из них 171 человек уже охвачены вторым компонентом, составляет 39%. Постпрививочный статус без осложнений, не зарегистрированы случаи тяжелых осложнений. Вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете, после осмотра врача-терапевта в седьмом кабинете. Обязательно нужно подходить с паспортом и СНИЛСом
Процедура проходит в два этапа. Первый, после введения первого компонента, второй компонент вводится через 21 дней. Обязательно после прививки необходимо наблюдение в течение 30 минут. Можно ли после вакцинации ходить без маски? После вакцинации человек, то есть после второй вакцинации защитный титр антител образуется через 42 дня, и пациент находится впереди иммунологического окна, где наиболее максимально нужно быть предостороженными в инфекционных заболеваниях и заболеваниях ОРВИ. Поэтому в это время обязательно нужно соблюдать масочный режим, режим социальной дистанции, и маски необходимо использовать в следующих случаях. Это в общественных местах, где есть места массового скопления людей, в общественном транспорте, и особенно придерживаться этого режима в период роста заболеваемости по острым респираторным инфекциям. Также необходимо носить маску при уходе за больным с респираторными заболеваниями, когда при общении с людьми с острыми респираторными инфекциями также необходимо придерживаться масочного режима, и при рисках инфицирования с другими инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Маски являются эффективным средством только при комбинации с мытьем рук или с обработкой рук спиртсодержащими антисептиками. Чтобы маска приносила пользу, а не вред, необходимо также соблюдать пациентам следующие правила. Перед тем, как надевать маску, необходимо обязательно обработать руки. Можно вымыть руки или обработать антисептиком. Надеть нужно маску так, чтобы она закрывала нос и рот, без зазоров между лицом и маской. Нельзя касаться маски во время использования. Если вы уже коснулись внутренней стороны маски, то также необходимо после этого обработать руки или достаточно также вымыть руки с мылом. Как только маска становится сырой, заменить нужно ее на новую. Нельзя использовать одноразовые маски повторно. Снимать маску нужно держать за резинки сзади, не прикасаясь к передней части. После этого необходимо ее выбросить в закрывающийся контейнер для отходов. Затем, также после снятия маски, мы рекомендуем обрабатывать руки антисептиком, либо вымыть их с водой и с мылом. Спасибо за информацию. Скажите, пожалуйста, какие вакцины у нас зарегистрированы в стране? На сегодняшний день в Российской Федерации имеются 3 официально зарегистрированные вакцины. Самая распространенная вакцина – это вакцина Гамковид-Вак. Вакцина – это те вакцины, которые поступают к нам на сегодняшний день. Это единственная вакцина, которую мы еще практикуем в нашем учреждении. Она разработана в научно-исследовательском центре имени Гамалеи. Это та самая вакцина, которую мы вводим в 2 этапа с интервалом 21 дней. И после 42 дней, после второго введения, уже у человека образуется защитный титр антител, то есть уже вырабатывается иммунитет на COVID-19. Кроме этой вакцины Гамковид-Вак или Спутник Ви, имеется другая вакцина, это Эпивак Корона. Она разработана Центром по вирусологии «Вектор», вводится двукратно, также с интервалом в 2-3 недели, и иммунитет здесь уже вырабатывается через 35-40 дней после первой вакцинации. Третья, которая зарегистрирована вакцина в последнее время, это Ковивак вакцина. Она разработана также научно-исследовательским центром имени Чумакова. В отличие от предшественников Гамковид-Вак и Эпивак Корона, вакцина центра Чумакова содержит полноценный вирус, но не фрагменты, которые использовались в предыдущих вакцинах. При этом сам вирус деактивирован, то есть он безопасен абсолютно для человека. Вакцина также вводится 2 раза с интервалом 14 дней. И пока еще в гражданский оборот она не поступила, но регистрацию в Российской Федерации, регистрации вакцины уже говорят.
При таком разнообразии вакцин можно ли выбирать, к какой вакцине прививаться? К сожалению, на сегодняшний день выбор вакцин не предусмотрен. Мы работаем с теми вакцинами, которые к нам поступают централизованно по разнарядке по линии Министерства здравоохранения. И это и одна вакцина, которую я говорю, это Гамковид-Вак или Спутник Ви. Она находится у нас в единственном числе в нашем учреждении. Понятно. И эффективна ли эта вакцина «Спутник Ви»? Вакцинация формирует иммунитет к заболеванию, эффективность и безопасность вакцины клинически доказана. Большое спасибо за информацию. А теперь переходим к другой теме. В связи с морозами в республике участились случаи пожаров. 25 февраля в Дюртюлинском районе при пожаре погибли 2 человека. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Как уберечься от пожаров, а также об установках автономных пожарных извещателей, нам расскажет Рамиль Назимович Хайртинов. Пожалуйста. На 25 февраля 2021 года в районе произошло 5 пожаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2 пожара. Погиб 1 человек. Пожары произошли в следующих сельских поселениях. Итейский сельсовет 1 случай, Чирикулевский сельсовет 1 случай с погибшим, Лемеевский сельсовет 1 случай, Яркейский сельсовет 2 случая. В целях профилактики пожаров и недопущения гибели людей на пожарах администрацией муниципального района Илишевский район приняты постановления о проведении профилактической операции «Жилище 2021» на территории муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан номер 14 от 19 января 2021 года. О ежегодном комплексе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан номер 1172 от 24 октября 2019 года. Данными постановлениями утверждены соответствующие планы организационно-практических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями на период 2021 года в жилом фонде на территории муниципального района. В каждом из 22 сельских поселений созданы и утверждены нормативно-правовым актом профилактические группы по профилактике пожаров в жилом секторе, в состав которых включены работники администрации и депутаты сельских поселений, старцы населенных пунктов, представители РЭС и газовой службы. В рамках проведения профилактической операции «Жилище 2021» профилактическими группами администрации сельских поселений проводится подворовой обход населенных пунктов. При посещении профгруппами жилищ граждан проводятся инструктажи о соблюдении в быту мер пожарной безопасности под роспись. В случае выявления нарушения выдается бланк предложения об устранении данных нарушений в установленные сроки. Также посещается домовладение многодетных граждан, в первую очередь неблагополучных семей, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. При посещении таких семей обращается особое внимание на условия проживания детей, состояние пожарной безопасности жилищ, наличие автономных домовых пожарных извещателей. В жилых домах граждан установлено более 2866 единиц автономных домовых пожарных извещателей, 379 единиц детям при рождении, 350 единиц за счет местного бюджета, 480 единиц социально опасные и малоимущие многодетные, 1180 единиц граждане 55 лет и старше, ветераны и инвалиды. На сегодняшний день администрациями сельских поселений закуплено 950 пожарных извещателей для установки. Для этого каждый желающий может обратиться в администрацию сельского поселения по месту жительства. Напомним, бесплатно пожарный извещатель могут получить следующие категории граждан: ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, малоимущие многодетные семьи, семьи при рождении ребенка с 1 января 2018 года, одиноко проживающие граждане в возрасте от 55 лет и старше, семьи с детьми в возрасте до 7 лет, родившимися до 1 января 2018 года. Призываем жителей района самостоятельно устанавливать в своем жилье пожарные извещатели.
Такое неприхотливое и полезное устройство, как автономный пожарный извещатель, может спасти жизнь и вам, и вашим близким. Тем более, что стоит она не так уж и дорого. Берегите себя и своих близких. Благодарим вас за информацию. Уважаемые илишевцы, мы завершаем наш брифинг. Встретимся с вами на следующей неделе. Берегите себя и будьте здоровы.